Так, всем привет еще раз. Ну что, ребят, начинаем наш урок очередной. Так, и по традиции начнем урок с обзора домашнего задания. Сейчас все опускают руки. Я хочу, чтобы подняли те, кто сделал домашнее задание из группы Sirius. Так, есть. 3 человека есть. Вот Ирадиль, Нураида и Джанат. Так, Джанат или Ирадил, давайте начнем с вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Экран виден, да? Да, видно. Так, это код. Первое задание. Угу. Второе. Так, hello everyone. Так. Можно, да, код показать? Еще раз давайте код теперь посмотрим. Решение вот первой задачи. Нужно было в правильном формате вывести имя пользователя Иван. Да. Так. Так, я сначала вырезал первую букву, Угу. потом вырезал все оставшееся. Угу. Далее дал переменную первому вырезанному, ну, чтобы он был, то есть второму вырезанному, чтобы он был ну, lowercase, потом второму вырезанному, чтобы он был uppercase, а потом в порядке очередности сложил их. Вот. Угу. Хорошо, отлично. Вот здесь по решению домашнего задания первого. Здесь переименуйте, отрефакторьте, то есть переменные названия. Там username 1, username 2, username там, и так далее. Не очень очевидны и могут, например, другого, например, программиста, там, ему может быть непонятно, что это за 1, там, что это 2. Например, я мог бы, например, назвать там username просто полученные данные. Допустим, первую букву там first letter или username там first letter of username, а потом Все, я понял оставшаяся смысл. часть и так далее. Типа в таком роде, чтобы более было понятнее. Хорошо? Спасибо. Ага. Так, второе задание. А, Подождите, Радиль. второе. Вот, Так, нужно из строки вырезать знак доллара. да. Угу. Тут ну, примерно таким же методом вырезал первую букву, то есть первое, что будет писать. И да, я тут сомневался, возможно, неправильно сделал или неправильно понял задание. Вот, а потом просто показать все это на экране, вывести. Угу. Отлично. Отлично. Ну, там остальное, ну, этим занимались на практике, ну, на задании, на уроках. Так, и самое последнее. Как вы заменили, например, звездочки на звездочки? А я просто приписал вот эти знаки и все. Мгм. И Хорошо. остаток, чтобы вышел. Ну, Мгм. остальные не 4, а вот все, что ну, остальное допишет. Мгм. Помимо 4, Мгм. 8 точнее. Так, вот здесь что можно было бы сделать? Допустим, помните, есть метод replace, который заменяет. Вот можно было, например, взять, поделить вот эту длинную строчку с номером, допустим, взять какие-то части, потом вот эти номера методом replace тоже попробовать все цифры, например, заменить на звездочки. Попробуйте тоже такое решение, хорошо? А так, в принципе, это тоже решение нормально. Все. А можно вопрос вот именно Мгм.
по этой работе. А там можно сразу определенное количество символов задать, чтобы это вводили? Да, это можно сделать, но сейчас с помощью промпта это бессмысленно. Мы потом будем уже вот Бессмысленно. эти данные Хорошо. получать, например, из формы. Помните, есть форма, там, инпуты, и там мы можем делать более такую приближенную к реальности проверку. Сейчас это как бы просто типа прототип, потом мы более углубленно уже будем принимать вот эти проверки. Можно, да, выключать? Да, отлично, аэродел. Мгм. Так, Жанат, Саламатсыз ба ағай? аманшылық. Мен келешектен ағай. Окей. Ага, окей. Окей, юзернейм. Окей. Екі қысым шындай болды ағай. Кодты көрелі. Бірінші задание болачай. Ана карта номер бойынша немелер символдарды қойдық. Бұл жақта слайс іштеді. Бұл жақта болса атты бірінші кішінекей тамғандан, чоң тамғамен жазылғандан код. Username, uppercase, анан кайра substring бірінші эмеден баштап. Анан бояк доллардын символу алып койгон ушунда. Жақсы. Жақсы. Рахмат. Салам. Вот у Джаната, например, при решении второй задачи, он, например, брал, не воспользовался дополнительными переменными, а прямо внутри сразу брал вот эти сабстринги, слайсы, и потом заменил на нужный регистр. Ведь это тоже решение. То есть можно обходиться с дополнительными переменными, можно и без. Так, ребята, кто еще из Сириуса? Так, у нас... Саламатсызбы. Ала көрініп жатат. Ол 120 менен 120 менен Иванды жөнүнө мындай консолго чыгарып койдум. Калгандарын переменный берип окей запросып чыгардым да. Там эки өзүшкаларды берген user style менен replace менен кырып коюп, 12 цифраны алгандан мына кошуп койдум да. Да, отлично. Как раз то, что я имел в виду, можно воспользоваться методом replace и потом заменить. Иван 120. Жақсы. Салам. Отличная работа у нас. Классно, ребята. Многие уже сделали. И давайте последнего. Бактыгуль. Посмотрим последнюю домашку. Саламатсызбы? Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я покажу. Это первая задача, Иван. Я два варианта сделала. Первый — это
нулевой индекс uppercase делаю, Мгм. потом дальше слайс, остальное все lowercase. Мгм. Это все вывожу. И второй вариант это просто replace. Мгм. И вторая задача, здесь я оригинал вывожу, потом слайс, первый индекс без знака доллара. Мгм. А Так, вот, потом, подождите, в первом задании вот к replace, метод replace не очень подходит, Мгм. потому что мы не можем знать, например, как зовут, да, человека. И потом мы жестко строчкой не можем прописать. Допустим, человек вводит Петя, а мы можем, если мы будем пользоваться методом replace, мы же не знаем, что он, например, вводит Петя. И получается, мы жестко кодируем сюда там Мгм. Иван. Вот. В таком случае вот эта 26-я строчка, она не будет правильным решением. Если нужно здесь воспользоваться методом replace, можно вот так сделать. Вы берете, например, у пользователя получаете имя. Потом все это, допустим, сохраняете в какую-то переменную, где, например, будет, например, to lowercase. То есть вы получили имя, внесли все это в нижний регистр, а потом первую строчку можете заменить там, то есть взять, например, первый символ, сделать его uppercase, потом остальное можно как бы заменить, replace. Но это уже будет длинный вариант. Мне кажется, вот здесь лучше будет, Самый короткий да, вариант. да, вот этот. Мгм. И здесь тоже два варианта сделала. Мгм. Первый индекс убрала, там знак Мгм. доллара. Мгм. А во втором варианте я дала новую переменную, туда тоже отняла знак доллара, потом дала новую переменную нам и string перевела в цифру. Мгм. Да, тоже вариант. Оба варианта, в принципе, рабочие. Отличное Мгм. решение. И последний, вот четвертый сперва покажу. Тут Мгм. тоже слайс я с 12 индекса показываю и вначале Мгм. добавляю только знак звездочек. Мгм. И вот это у меня с браузера не выходит, и я, если вставляю здесь, то он работает почему-то. Коля. Вот, вышло. Так, давайте код посмотрим в редакторе еще раз. Вот это скомментировать, да? Мгм. Вот здесь уже вообще не выходит. Так, еще раз код, обратно возвращаемся, давайте вычислять, что за ошибка. Так. Смотрите, Мгм. к age, когда вы спрашиваете age, в промпту нужно задать, функции prompt нужно передавать два аргумента. Первый аргумент это вопрос, потом ставится запятая и дефолтный ответ. А здесь, смотрите, у вас несколько получается вот этих решений, несколько аргументов. Вот очень приятно, один раз одну строчку передали, потом туда конкатинируете username, поэтому у вас второй let age вообще, вот этот скрипт вообще не работает. Как это лучше сделать? Там let username, показываете первое сообщение, вы его сохранили. Все. Потом пишите, например, просто document write. Очень приятно, username, сколько тебе лет. И все. А потом снова prompt, там, допустим, age, будет там prompt, как тебя зовут, без всего. Сколько тебе лет, без всего.
А, Так, let age prompt. Теперь вот вопрос, сколько тебе лет? Вот 42-я строчка, let age равно prompt, там, сколько тебе лет? Оставляйте только вот вопрос, сколько тебе лет, без юзернейма, без ничего. Так, вот это я писала, что просто тогда я удалю. мгм. Так, и document write line. Так, угу. Теперь давайте попробуем запустить. Так, давайте в консоли посмотрим, какие ошибки есть. Syntax error, identify username has already been used. Выше по коду где-то уже есть username. Сколько тебе лет? Так, Это так, повторяется. еще. Так, MyString. Да. Так, let username age. Так, ну-ка еще раз консоль посмотрим. Строка 40. Давайте ошибку теперь. Строка 40. А по коду выше нету другой переменной, username. Юзернейм здесь. Вот есть 22-я строчка, получается. 22-ю строчку пока закомментируйте. 22, в общем, полную первое задание, вот полностью закомментируйте. Вышло, да. Из-за одинаковых имен, да, получается? Мгм. Да. Тут уже номер карты. Очень приятно, Коля, ого. Все, вышло. Мгм. Все, спасибо большое. Мгм. Так, отлично, молодцы, ребята. Так, продолжаем наши уроки, и теперь сегодня будем изучать числа и операции. Так, числа. Числа очень интересный тип данных тоже, поскольку они очень нужны для вычислений, для математических каких-то вычислений, чтобы мы могли что-то уже, какую-то логику писать, производить вычисления. Так. В JavaScript сейчас в настоящее время имеются два вида чисел. Числом вообще в JavaScript принято назвать любое числовое значение, будь это вещественные там числа или там числа с плавающей точкой, еще их называют, и просто целые числа. Плюс еще и у нас есть отрицательные числа. Допустим, как определять число? Мы это уже знаем. Если это число, пишем, там, указываем какую-то переменную или просто указываем число без каких-либо кавычек. Кавычки нужны только для строк, а для чисел у нас просто числовые значения. Там, допустим, 15 это тоже, вот это есть число. Без ничего я в переменную myNumber записываю число 15. Потом я могу его вывести. myNumber.
сюда. Вот, смотрите. Когда мы выводим просто числа, видите, сейчас какого цвета число 15. Если я, допустим, напишу это в кавычках, цвет уже черный, видите? Вывод числа в качестве как числа, как реального числа, он отличается визуально. И, допустим, когда вы будете там, сдавать собеседование, проходить собеседование на работу, у вас могут спросить, чем отличается вывод числа в консоли от строки. И для себя запомните, ну, некоторые могут спросить, они могут там просто проверить, насколько хорошо вы знаете язык, и можете ли вы, допустим, без использования каких-то дополнительных функций узнать там это число или строка. И в этом случае, вот смотрите, число выводится другим цветом, а просто строка черным цветом. И это первое. Если мы хотим вообще узнать тип переменной, какого типа значения он себя хранит, мы можем воспользоваться функцией typeof. Typeof можно писать вот так. MyNum. То есть мы вызываем функцию typeof и ему аргументом передаем нашу переменную. И все это выводим в консоль log. И консоль log говорит, что это число. Если я возьму myNumber и число 15 оберну в кавычки, он скажет string, то есть строка string. Вот так мы можем узнавать, какого типа переменная или какие-то еще другие объекты. И у typeof есть два синтаксиса. До этого я показывал, вот, как функцию мы пишем typeof, ставим круглые скобки, потом внутрь передаем то, что мы хотим проверять. Либо мы можем опустить, просто написать typeof и через один пробел передать, например, название переменной, и точно так же все работает. Никаких отличий нет, это просто различия, как бы варианты написания синтаксиса. Вот, смотрите, теперь вот это просто число. Число, и числа могут быть, например, отрицательные. Я пишу минус 15, вывожу в консоль myNumber, минус 15. Ничего такого особенного в этом нет. Но есть еще другие числа. Это числа с плавающей точкой или вещественные числа. И их называют, например, во многих языках обычно числа делятся. Это либо целое число, это либо дробное число или как число с плавающей точкой. Я вот сейчас объявляю вторую переменную, например, myFloat. И сюда записываю какое-нибудь дробное число. 15,12. И вывожу это в консоль. Вот. Мы имеем то, что я прописал как значение переменной. И чтобы отделить дробную часть от целой части, мы здесь используем точку. Именно точку, а не как запятую. Ну, в обычной жизни мы как бы используем запятую, да? А в программировании мы в JavaScript пользуемся точкой. И во многих других тоже языках для разделения дробной части мы можем использовать знак точка. Если здесь будет переменная, у нас будет ошибка. Не переменная, а запятая, у нас будет ошибка. Error. Syntax error значит, я допустил какую-то синтаксическую ошибку. А JavaScript по синтаксису своему не дает определять дробные числа, плавающие числа только с точкой. То есть надо определять только с точкой. И смотрите, числа, они не могут быть такими бесконечными. В компьютере есть память, и в эту память записываются все вот эти значения. И во многих других языках, например, в C++, там, в языках C есть разные типы чисел. И, допустим, есть у целого числа
есть два варианта. Это просто интеджер, там определенное количество символов туда входит, а потом для того, чтобы работать с очень большими цифрами, числами, у него в C++ еще есть там тип, там, по-моему, типа BigInt, что ли такое, чтобы можно было работать с числами, которые имеют как бы произвольную длину. И в JavaScript то же самое. Вначале просто были числа, отрицательные, дробные, но потом в новой версии добавили тип, который называется BigInt. BigInt — это число, которое, это то, что дает нам работать прям супер длинными цифрами. Допустим, я вот объявлю переменную и запишу сюда очень длинное число. И чтобы явно указать, что JavaScript явно указать, что мы хотим использовать очень длинное число, мы в конце ставим букву N, маленькую букву N. Либо мы можем воспользоваться функцией BigInt и вызвать его, и с помощью него создать большое число, длинное число. Вот myBigInt 2, и вот я вызываю функцию BigInt, открываю скобки, и внутри прям строкой, либо можно числом передать вот очень длинное число. И если мы выводим в консоль, например, my просто BigInt, и попробуем вывести myBigInt 2, вот. Видите, они ничем не отличаются. Цветом отличаются, как бы, чтобы явно видеть, что это большие числа. И до какого числа мы можем хранить, то есть обычно вот BigInt, он редко используется. Допустим, если вы работаете над каким-то очень сумасшедшим проектом, где вычисляется там супер-мега траектории каких-то ракет или еще каких-то машинных обучений, возможно, вам пригодятся вот такие длинные числа. По сути дела, мы будем просто будем работать с обычными числами. И у обычных чисел в JavaScript есть предел. И этот предел указан в стандарте IEEE 754, который использует большинство языков программирования. И в нем прописано, как числа могут быть представлены. И в JavaScript числа представлены в 64-битном формате по вот этому стандарту. И эти числа могут быть длины там, 2 в степени 53. Представляете, сколько нулей после 2? По-моему, если я не ошибаюсь, около там 7, то ли 4 квадриллион, такое-то количество. То есть вот этих цифр нам будет вполне достаточно для большинства наших вычислений. Но если вот вы работаете каким-то очень большим проектом, где вам нужны прям супер-мега длинные числа, будете пользоваться BigInt. А так, просто интеджеры, просто целые числа, они имеют, то есть они ограничены 2 в степени 53, либо отрицательные числа, там минус 2 в 53 степени. И этого нам вполне хватит. Еще бывают такие моменты, когда, допустим, мы пишем какие-то очень большие цифры, там миллион, миллиарды. Всегда писать, например, вот эти знаки, там, сколько цифр, например, в 1 миллионе? 6 нулей, да? Мы можем написать, например, myMillion равно сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6 нулей. Если это миллиард, то 9 нулей, да? 8, еще один нуль. Вот. Ну, обычно мы вот такие цифры как бы записываем коротко, например, 1 миллиард, потом там
500 тысяч, да? И в типа такого формата можно делать в JavaScript. То есть сокращать вот такие длинные цифры, сокращать чисто таким научным способом. В математике принято использовать знак E, да? Как там, экспоненциал называется. Вот, допустим, тот же самый миллион мы можем написать 1, потом поставить букву Е английскую и потом указать количество знаков после. Там, в миллионе 6 знаков, значит 1.1Е 6. Если миллиард, 9. Давайте сперва попробуем вывести миллион вот в таком формате. Консоль лог. Ерлан ағай, Вот там. бардық эле микрофондорду өчүрүп салбайсыз ба? Так, қазір. Вот. Я сейчас миллион записал в коротком таком научном формате сокращенно и вывожу его в консоль. В консоли мы получаем обычный нам миллион. А писать так короче, ну, получается, нам удобнее будет вот, писать коротко вот такие длинные цифры. Если мы выводим там миллиард, вот, имеем миллиард. Так, что еще? Отрицательные через букву Е можно также выводить там супер какие-то маленькие числа. Там, my little negative, например. И запишу для примера вот такую цифру. 1Е минус 6. Если мы сейчас выведем вот это значение, мы в консоли получим 0,000 там сколько-то тысячных единиц, да? То есть через букву Е мы можем сократить все числа. Так, дальше. Получается у нас number, число, тип число может сохранить в себе обычные числа, отрицательные числа, также числа с плавающей точкой. MyFloat равно там 5 целых там и какие-то дроби, да? Вот смотрите. И при вычислении вот таких чисел с плавающими точками практически у всех языков есть неточность. То есть это особенность представления чисел в памяти компьютера, как через вот эти биты, они все располагаются в памяти, как они сохраняются. И многие компьютеры грешат, как бы есть неточности при вычислении чисел с плавающими точками. И как с ними работать? Как их можно округлять, там, получать такую более точное число. И для округления в JavaScript у нас есть объект math, то есть математический специальный объект, встроенный в сам язык, и у него есть несколько методов, используя которые мы сможем округлять числа. И чтобы воспользоваться этим объектом math, давайте я напишу console log. И здесь я пишу с большой буквы math, то есть обращаюсь к объекту math. И у этого объекта math есть, допустим, метод floor. Метод floor, и сюда передам myFloat. Что сейчас выведет math floor? Давайте смотреть в консоль. Мы видим число 5. То есть метод floor, если мы переведем его чисто дословно, да, floor означает пол. И это означает как бы округление в нижнюю часть, то есть в нижний предел. Да? То есть у нас есть целое 5, а потом есть какие-то части дроби. И метод floor, получается, округляет вниз. Если будет, допустим, здесь 9, там 5,9 там, тысячных, мы все равно получим 5, поскольку floor округляет вниз.
Есть аналогичное, только противоположное округление, которое называется seal. Seal переводится как потолок. И если мы используем seal, то мы получаем округление вверх. Допустим, вот у нас есть 5,9 там и остальные. Мы в округленном формате получаем число 6. Что еще можно использовать? Есть еще для округления метод round. И метод round округляет до ближайшего целого. То есть 5,9 там и так далее, это близко к 6, да? И получаем в консоли 6. Если будет здесь, например, 5,4, мы получим 5. То есть если будет здесь 5, получим 6. То есть выше 5 мы получаем округление в большую сторону, меньше 5, там после точки, мы получаем округление вниз. И еще есть один способ, один метод для округления в объекте math, который называется trunk. Но этот метод не работает в Internet Explorer. Мы видим сейчас округление, то есть как округляет метод trunk. Метод trunk берет и просто отсекает все, что находится после точки. Он возвращает только целую часть. И не зависит, там это будет 5,9 там тысячных, мы все равно будем получать 5. Оно берет, отрезает все, что находится после точки. И в самом JavaScript без math, то есть не в объекте math, а просто как глобальная, или можно сказать, функция, метод, есть метод toFixit. Мы его можем применить прямо к нашему объекту. Это у нас переменная myFloat, и мы применяем метод toFixit. Что делает toFixit? Оно просто форматирует число с плавающей точкой. И когда мы вызываем этот метод, мы сюда должны передать, сколько чисел мы хотим увидеть после точки. Если я напишу там 2, выведу это в консоль, я получу два числа, 2 цифры после точки. Если я напишу, например, 4, получу 4 цифры. Это чисто для форматирования чисел. И дополнительно вот в Learn JavaScript есть про числа. Плюс еще у нас есть Developer Mozilla. Здесь тоже есть все числа. И как вы видите, у чисел есть разные свойства, разные методы. Там можно проверять там number is none, is integer и так далее. То есть как и примерно там, как мы работали со строчками, у них есть свои методы. У чисел тоже есть свои методы. Обязательно посмотрите документацию, попробуйте вот эти все методы, как они работают. Так, едем дальше. И давайте теперь смотреть, поскольку мы уже посмотрели числа, будем смотреть арифметические такие базовые операции. Так, там давайте сделаем переменную, например, let a число 10. Let b равно там 5. Как и в обычной математике, в JavaScript есть все вот эти математические, арифметические операции. Консоль log. Сложение. Операция сложения. Мы просто берем a плюс b. Видим в консоли сумму этих чисел. Это у нас
сложение. Также у нас есть вычитание. Так, это пока закомментирую. Вот. Сложение, вычитание, умножение. То есть они безопасные, как мы привыкли в математике, так они и работают. А умножить, например, на b. Для умножения используем звездочку. Видим результат. И деление. Для деления используем знак слэш. Вот. Что будет, если здесь будут не вот такие целые числа, а дробные? 10,1. Вот здесь, например, 5,6. Все будет работать, но когда мы доходим до четвертой операции, это у нас деление и умножение, мы видим вот такие длинные числа. Потом с помощью округления мы можем взять там округленную вверх, вниз, или просто можем взять, например, через форматирование там последние там две цифры и так далее. Да? Но есть еще другая операция, еще два дополнительных операции. Это знак процента или остаток. И в этом случае оператор процент, он тоже производит деление, но он возвращает не результат, а возвращает остаток. Допустим, давайте вот это все пока закомментирую. Допустим, у нас есть 3 яблоки. 3 яблоки мы хотели поделить на 2 человека. И это деление производим, например, с помощью консоль log и взятием остатка. В консоли мы получим 1. То есть остаток от деления 3 на 2 у нас будет 1. И последняя операция — это у нас возведение в степень. Для этого мы используем два знака звездочки. То есть число А будет возведено в число b, в степень число b. И вот получаем результат. Вот эти были чисто такие арифметические базовые операции. Помните, допустим, в математике есть разные варианты вычислений. Консоль log, 4, допустим, плюс 2, умноженное 5. Напишите в чат, какой результат мы получим при вычислении вот этого выражения. То есть 4 плюс 2 умноженное на 5. 30, 14, 20. Давайте теперь смотреть, что мы получим в результате вычисления вот такой комбинированного выражения. Да? Мы получим 14. Почему так произошло? Есть приоритет операций. И, допустим, в данном случае умножение, как в обычной математике, да, умножение должно выполняться сперва. То есть у него выше приоритет.
И в этом случае у нас 2 сперва умножается на 5, получаем 10, потом к этой 10 прибавляется 14, то есть 4. И в итоге мы получаем 14. То есть как в математике правило операции работает, приоритет операций, так и в JavaScript. Если мы хотим что-то, какую-то часть как бы приоритизировать, чтобы мы хотим, например, сперва как бы JavaScript вычислил сложение, а потом умножение, то тогда мы можем воспользоваться, как и в математике, скобками. И в таком случае JavaScript сперва выполнит сложение, 4 плюс 2 будет 6, потом 6 умножить на 5. И мы получим 30. Вот. А что, если, допустим, здесь будет, то есть у знака умножения либо деления у них приоритет выше. Если они стоят там рядом с плюсом или минусом, неважно, да, здесь всегда будет выигрывать либо умножение, либо деление, поскольку у них приоритет выше. Сперва выполнится деление, потом как бы вычитание. Но что будет, если здесь будет плюс, а здесь будет минус? Какой будет теперь результат, как вы думаете? Один. Получим 1. Вот. В таком случае у оператора плюс и оператора минус у них приоритет одинаковый. И JavaScript выполнит в том порядке, в котором они написаны, то есть слева направо. Если операторы они имеют одинаковый приоритет, то, как мы обычно привыкли читать, операции выполняются слева направо. То есть сперва выполнится плюс, 4 плюс 2 это 6, 6 минус 5 будет 1. И неважно, здесь будет сперва, если будет минус, а потом плюс, мы получим 7. 4, 2, потом плюс 5, 7. С комплексными числами тоже можно. Есть еще, кроме представления вот таких чисел, целых чисел плюс флоутов, есть еще представление чисел в разных форматах. Там 16-единичный формат, есть еще другие форматы. Про них вот прочитайте дополнительно в материалах. В математически все, что можно сделать в математике, можно делать в JavaScript. То есть компьютер на то и предназначен, чтобы производить вычисления. Так. Вот. Мы рассмотрели базовые такие арифметические операции. Есть еще специальные такие операции, которые называются инкремент и декремент. Ну, допустим, я сделаю переменную а и сюда сохраню число 1. И воспользуюсь консоль логом и переменную а, то как бы инкремент называется оператор. И он означает 2 плюса. То есть, чтобы воспользоваться инкрементом, мы пишем 2 плюса. И что делает этот оператор? Я сейчас буду использовать инкремент для переменной а. Инкремент, он просто берет и к операнду, к которому он применяется, добавляет 1. То есть а, у нас там хранится число а, и в этом случае этот оператор инкремента возьмет и добавит цифру и число 1 к этому значению. И в консоли мы получим 2. Есть у оператора инкремента есть 2 записи. Это когда мы пишем сперва сам оператор, потом операнд. Второй вариант это когда мы пишем пост. Пост такой синтаксис, пост инкремент. И у них они работают по-разному. Вот давайте смотреть. Вот сперва воспользуемся префиксным вариантом. Консоль лог мы получаем 2. Если я дальше выведу просто консоль лог а, я получаю 2.
То есть этот унарный оператор инкремент, он берет, добавляет 1, но если он пишется перед операндом, то возвращает значение операнда с добавленной к нему единицей. А если применяется в конце, то есть после, то он возвращает значение операнда перед добавлением. То есть сейчас, когда мы пишем плюс, он берет и возвращает уже добавленный. То есть он 1 добавил, потом возвращает результат. А когда мы пишем после, смотрите, мы сперва получаем единицу, то есть вот этот вариант, первый консоль, вывод консоли. Он выводит число А до того, как он еще применил плюс-плюс. То есть он еще не добавил, он возвращает, а потом добавляет. И потом вторым консоль логом мы видим число 2. Теперь после вот этой операции в переменной А хранится уже 2, не 1. И есть точно такой же унарный оператор, работает, который наоборот, он отнимает минус, то есть он вычитает минус. Он называется декремент. У него точно такие же вариации, только здесь не давайте добавим там 5. Минус-минус, префиксная форма записи. Получаем 4, 4. Он минус-минус, префиксная форма также сперва отнимает, потом возвращает. Постфиксная форма сперва возвращает значение, потом вычитает единицу. Вот. Видите? Сперва он просто возвратил 5, то есть он еще не отнял 5, он выводит консоль лог. Потом он минуснул и записал это в переменную А. А потом вторым консолем мы видим, что теперь в переменной А хранится там 4. Если let A, видим единицу. А что будет, если 1? Видим 0. Вот. Так, почему вот эти операторы инкремента и декремента называются унарными? Есть операторы бинарные, это когда, например, А плюс Б, вот такие операторы называются бинарными. То есть, что означает B? B это 2, да? У этого оператора должно быть 2 операнда, левая часть и правая часть. А у декремента и инкремента нету левой либо правой части. То есть он применяется только к одному операнду. И поэтому они называются унарные операторы. Так, есть еще из унарных операторов унарный плюс. Допустим, let A минус, напишу сюда отрицательное число минус 1. Консоль лог. Вот сейчас я минус использую в качестве как унарного оператора минус. Что он делает? Он просто берет и возвращает отрицательное число того числа, к которому он применяется. То есть тому операнду, который он применяется. Есть унарный плюс. Но унарный плюс мы будем использовать для строк. Допустим, у нас есть число 5. И давайте сейчас в консоли выведем type of A. Мы получаем string. Я потом беру число А. Сюда буду записывать плюс А. Что это означает, вот это выражение? То есть я беру переменную А, ту, которую я уже выше объявлена, и его перезаписываю. То есть я ему говорю, вот, перемени переменной А, унарный плюс, сохрани это в переменную А. Унарный плюс, он будет стараться, то есть он будет конвертировать тип. Сейчас у нас строка,
Потом мы ему применяем унарный плюс, а унарный плюс берет строку и будет пытаться превратить его в число. Если мы выведем теперь в консоли, у нас теперь number. Вот так можно работать с базовыми операциями. И для подкрепления теории упражнение разминка. Нам ставят задачу написать программу, которая запрашивает у пользователя длину и ширину комнаты. После ввода значений мы должны произвести расчет площади комнаты и вывести его на экран. То есть мы должны сейчас сделать типа онлайн калькулятора, который вычисляет площадь комнаты. Плюс еще у нас требование стоит: длина и ширина комнаты должны выводиться в формате числа с плавающей запятой два знака. То есть площадь мы должны вывести с округлением 2 числа, 2 знака после запятой. Давайте напишем эту программку. Так, по условию мы должны у пользователя спросить длину и ширину. Завожу переменные. Там let. Для длины, скажем, например, room length. И сюда сохраняю prompt. Введите длину комнаты. Будет у нас переменная для хранения ширины комнаты. Это будет room width. Введите ширину комнаты. Теперь нам надо сделать вычисление и вычислить площадь. Для этого я, допустим, завожу еще одну переменную, назову, например, room area. Как вычисляется площадь? Кто скажет? Напишите в чат. Что мне сейчас нужно сделать, чтобы вычислить комнату? Отлично. Все помнят математику. Чтобы вычислить, нам нужно взять длину и умножить его на ширину. Мы берем room length, умножаем на room width. Потом выводим это в документе. Document, write. Так, давайте здесь будем использовать шаблонную строчку. И сюда будем выводить, например, tag h1. И там текст: площадь вашей комнаты составляет и здесь уже будем использовать, сюда уже будем подставлять значение переменной room area, да? Room area. Так, отмена. Обновляемся. Просит длину комнаты. Я пишу, например, 5. Ширина комнаты, например, 4. Площадь комнаты составляет 20. Но мы сейчас не вычислили полную версию. То есть по условию мы должны вот здесь подставлять еще там точка 20,00, да, условно там квадратных метров. Как теперь это сделать? Мы можем воспользоваться и написать to fix it и 2. Попробуем теперь. Отмена. Обновляюсь. 5, 4. Ничего не работает. 5, 4. Нет, не работает. Как вы думаете, почему? Ошибок нет, ничего такого нет.
теперь выводите 20,00. Так. Допустим, если длина 10, там ширина 5, получаем 50 квадратных метров. Вот и все. И теперь вам задача. Открываем все Notion, и у нас есть 3 упражнения. Первое. Написать программу, которая спрашивает длину, ширину садового участка в футах. И вам нужно вывести площадь участка в акрах. То есть вы получаете значение в футах, вычисляете площадь, но эта площадь должна быть в акрах. И вам подсказка: в одном акре содержится 43 560 квадратных футов. Это первое упражнение. Второе, это вам надо написать некий скрипт, который будет вычислять возвращаемые суммы от сданных бутылок. В Европе, например, принято в стоимость напитков, допустим, вы покупаете какую-то там колу, и в стоимость колы прям добавляется уже сумма за тару, да? И, допустим, если вы покупаете литр, то там, если вы сдадите пустую баклажку от колы объемом литр или меньше, вы получите обратно там 10 центов. Если там литр больше, баклажка будет больше литра, то вы получаете вознаграждение 0,25. И у вас стоит задача написать программку, которая запрашивает у пользователя количество бутылок каждого размера. То есть он должен спросить, там, сколько там, бутылок меньше литра у вас, сколько бутылок там больше литра. Пользователь вводит эти числа, потом вы должны посчитать итоговую сумму, которую он получит за вот эти сданные бутылки. И третья задача, это у вас, вам надо посчитать общий чек обеда в ресторане. То есть официант вам приносит, то есть вы покушали, там, и там вы должны посчитать чаевые, которые составляют 18%, плюс еще налог, допустим, там, возьмите нам 5% или 6%, в общем, произвольную процент налога, который принят, например, у нас в стране или еще где-то. А потом вам надо вывести сумму уже с учетом чаевых плюс налог, то есть окончательную сумму, которую вы должны заплатить за обед в ресторане. Вот. Еще раз просят показать. Вот. Теперь сейчас поделимся. И я думаю, 25 минут вам хватит, чтобы решить вот эти 3 задания. Так, все здесь вроде, все возвращаются. Так, давайте разбирать теперь ваши работы. Кто что успел сделать. Айсулу. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, первое задание давайте. Я вот это сейчас тогда уберу. Я разделила, получается, Угу. 480 на 480. Ой, я что-то не то сделала, да? 480. Угу. Так, это в акрах, да? Ага. Так, дальше.
5 бутылок, Мгм. бутылка объемом 6. Итого сумма 2 получается. Мгм. Так. Код посмотрим, давайте еще раз. Второе задание. Так. Отлично. И вот в последнем у меня вопросы, что он у меня не получается. М. Мгм. Вот сумма заказа. Мгм. Сумму заказа вот на 5% умножила, да? Мгм. Так, чаевые. И итого получается вот общая сумма. Мгм. Сейчас я вводить. У меня вот так получается. Так. БР забыла, да? Все, поняла. Плюс БР. Только внутри этого обратной кавычки. Да. Сюда что ли? Да-да-да. Без плюса просто можете через пробел добавить. Бар. Без плюса, да? Мгм. Что-то не выходит. Может, плюс добавить надо? Попробуйте. Не выходит. Ладно, я позже разберусь тогда. Мгм. Так, Абдрахман. Класс. Здравствуйте. Абдрахман. Меня слышно? Да-да, слышно. Сейчас демонстрацию сделаю. Вот первое задание. Мгм. То есть он мне сразу предлагает 1, допустим. Мгм. Да. 3. Подождите, другой ключик был. 100. Предлагает 100. Ширину вашей рассады. До этого длину предлагал. Мгм. И все, бак. Мгм. Все очень просто. Просто all place разделили на число Мгм. и to fix it. Мгм. Вот. Сейчас. 5 минут. Все. Сначала предлагает 1. Какого объема ваша бутылка? Допустим, 2.25, да?
Сколько их? Ну, там 4. Мгм. Получаем 0,90 долларов. Это правильно, нет? Мгм. Это правильно, да? Сразу предлагает 1 и 0,10 долларов. А вот третий я не успел. Только начинал читать. Вот. Хорошо, отлично. Так, теперь давайте посмотрим одного человека, Бахтыгуль, и потом я вам покажу решение. Здравствуйте. Сейчас. Это первая задача. Мы с 20-й комнаты, там Азамат Байке, Меримедже и Мгм. Василий работали. Здесь показывает в футах. Мгм. Вот код. Мы сделали акры константой. Мгм. То есть в одном акре находится вот столько футов. Мгм. И результат выходит в футах. Теперь количество маленьких бутылок 2, больших бутылок 3 будет, пускай. И Мгм. 0,95 долларов. Отлично. И в третьем у нас тоже, как у iSluji, как стринг выходит. Мгм. Сумма заказа 100 сом. Вот, чаевые 18, налог с продаж 12 сом. И вот здесь у нас должна была сумма выйти. Мгм. 130 должна была выйти. Вот Мгм. код вот такой. Только что попробовала стринг в нумерацию перевести, но тоже так же не получилось. Хорошо. Так, давайте теперь смотреть правильные решения. Так, сейчас, минутку. Так, первое задание. Нам нужно получить длину и ширину участка в футах. Вот, получаем их. Там, length и подсказка там или вопрос, чтобы человек ввел в футах. Потом мы берем, объявляем константу. Там, square feet per acre. Если вы читали, допустим, материалы, которые предыдущие я давал, я там по переменным и так далее, константы принято объявлять в таком формате. Там, если прям значения, которые прям не меняются, в нашем случае константа будет square feet per acre. Да? Вот. Дальше что мы делаем? Дальше производим просто вычисление, назовем это, например, акры, и сюда умножаем длину и ширину участка, а потом делим на нашу константу. Остается это просто вывести в консоль. Документ, write, шаблонная строчка, и все. Так, выводим. Так, участка, например, 100, 100. Вот. Если нужно получить, допустим, знаки после запятой, to fix it, и потом уточняем, там, сколько будет точность. 100, 100, так. 100, 100. Так, и так ключ давайте так откроем.
Вот. Следующая задача. Так. Считаем бутылки. Для этого тоже создаем сперва константы. Допустим, less deposit – это для бутылок, которые меньше объемом 1 литр и больше объемом литр. И потом спрашиваем, сколько бутылок. И, допустим, и потом уже производим вычисления. Это будет, например, переменная refund, less bottles умноженная less deposit, more bottles умноженная на more deposit. И в конце это выводим в консоль. Здесь тоже шаблонная строчка. Здесь стоит сперва знак доллара, как просто часть строки, а потом внутри используем refund, переменную refund с округлением. Обновляемся, например, у меня 10 бутылок литровых, там 10 бутылок больше литровых, и у меня выручка составит $3, $3,5. Вот. Следующая задача. Может, следующую задачу оставим? Потому что у тех, у кого я видел, выводится строчка, да, просто как string, а не производится вычисление. Давайте я это оставлю, не буду показывать решение, покажу в следующем уроке, потому что там есть нюанс. Если кто найдет, буду очень рад. Надо подумать, почему выводится строчка, посмотреть сегодняшний тоже материал, посмотреть операторы. Один из них вам понадобится. Вот. И если у кого вопросы, можете поднять руки. Так, Айсулу. Микрофон Айсулу. Я там в коде посмотрела, вот Мгм. последнюю задачу, да? Вот такс, налоги, они как числовое значение выходит, а client order строчка в виде строчки, да? Из-за этого может быть ошибка. Возможно. Подумайте еще раз. Это Попробуйте вывести числовое, тип. наверное. Попробуйте вывести тип как подсказку. То, Ага. что вы получили, то, что вы вычислили. А потом уже, И потом. если вы найдете тип, потом вам уже легче будет. Хорошо, спасибо. Так, Асель. саламатсызбы агай. Саламатсызбы. Эми мен таптым, айтсам болобу же айтпай эле коеюн? Азыр айтпай эле отургула. Хорошо, макул. Эмки сабакта сөз кылып отуруп койгула. Сиздин решениени көрөлү. Макул. Рахмат. Айзада. Саламатсызбы агай, сурайын дегеним, JavaScript'те в основном ушу көбүнчө математика колдонулабы или только числага келгенде? Математика колдонулат. Аябай деле укмуштуудай математиканын высший мат же дагы башка нерселер колдонулбайт. Обычный, мисалы үчүн, эсептөөлөр керек да. Базовый, кандай десем, 11-класстыкы десем жетет. 11-класстын математикасы. Андан жогору башка уже стектерге кетсеңер, мисалы үчүн машинное обучение, искусственный интеллект, же болбосо жана криптовалюта, блокчейндерде аларда уже математика эмерээк да. Оорураак жана тереңирээк темадагы математиканын темалары колдонулат.
Ага, бул JavaScript'те баягы HTML, CSS менен кошкондо ал жака динамика кошулат го JavaScript менен. Мгм. Ошондо да ушул математикалар керекпи или бул только Керек башка математика, часть? керек. Понятно. Рахмат. Мгм. Так, друзья, вы можете задать себе вопрос, почему, зачем нам нужны вот эти вычисления, зачем нам вычислять вот эти площади и так далее. Вот эти задачи ориентированы на то, чтобы выработать у вас алгоритмическое мышление. То есть как программисты думают, чтобы перевернуть вашу логику, ваше мышление. А потом все вот эти навыки вам пригодятся, когда вы будете уже работать с реальными сайтами. Поэтому пока что будем тренироваться вот на таких обычных простых заданиях из математики, а потом будем переходить уже на реальные сайты. Так, если вопросов нет, друзья, то тогда завершаем наш урок. Всем пока, всем приятного отдыха. Решаем задачи. Кроме этого, у вас в Notion еще есть 3 задачи. Попробуйте их тоже решить. Так, еще раз всем хорошего отдыха, всем пока.